Удар по ЗРК «Патриот», утечка секретной информации о ракетах Storm Shadow, а также борьба за освобождение политзаключенных Беларуси. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Удачная работа российской ПВО, эвакуация населения в Воронежской области. Военные РФ уничтожили украинский БПЛА и попали по собственному складу боеприпасов. Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоринского района. В России заявляют о том, что завладели кумулятивной частью ракеты Storm Shadow. Как Москва воспользуется новыми данными и уничтожила ли ЗРК «Патриот» в Одесской области? Если бы в Одессе стоял ЗРК «Патриот», он бы сбивал баллистические ракеты, которыми регулярно обстреливают Одессу. Новый альянс. В Африке объединяются военные хунты. Для чего и против кого? Действительно, формирование альянса государств Сахеля уже позволило создать вокруг Буркина-Фасо, Мали и Нигера достойную коалицию. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Работа российской ПВО помогла уничтожить склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области. Губернатор области пишет, что БПЛА, которые пролетали над регионом, были сбиты, а обломки, по версии россиян, просто случайным образом попали четко по складам, где начался пожар и детонация. Масштабы можно себе только представить, исходя из официальных заявлений местной власти, которая начала эвакуацию населения. Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоринского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается. Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идет эвакуация граждан в пункты временного размещения. Огненная ночь была и в Крыму. По сообщениям мониторингового канала «Крымский ветер», произошел мощный взрыв под Алуштой на газораспределительной станции. В России назвали это событие чрезвычайным происшествием. Огонь перекинулся на лес, а о пострадавших на момент записи видео не сообщалось. Из-за повреждения магистрального газопровода, по данным «Крымского ветра», без газоснабжения остались как минимум 14 населенных пунктов в районе Алушты и, конечно же, сама Алушта. ВСУ вытесняют россиян из Харьковской области. О том, как поменялась линия фронта буквально за сутки, пишет мониторинговый канал Deep State. По данным аналитиков, заметно продвижение ВСУ в сторону Белгородской области, а конкретнее в населенном пункте Глубокое Харьковской области. Россияне вынуждены отходить со своих позиций. В Генштабе же ВСУ уточняют, что оккупанты все равно не оставляют попыток штурмовать позиции украинских сил обороны на Харьковском направлении. Бои идут и в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы. И теперь о ситуации на Донбассе. Там она непростая. Здесь уже наблюдается продвижение не украинских военных, а российских оккупантов. Согласно данным Deep State, им удалось продвинуться в районе 8 населенных пунктов. Детальнее о динамике на фронте мы поговорили с военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко. На Востоке сосредоточена, пожалуй, самая боеспособная группа войск у российских оккупационных войск. Это группа ГВ «Юг». И, помимо всего прочего, она была усилена еще в октябре 2023 года, когда началось наступление на Авдеевку. Эта группа была усилена группой войск «Центр», наиболее боеспособными ее мотострелковыми бригадами. В целом проблема заключается в том, что силам обороны Украины по-прежнему не хватает в дефиците боеприпасов, в дефиците артиллерии. Мы значительно повысили по сравнению с концом 23-го и началом 24-го годов показатель настрела в сутки. Действительно, он вырос. Но паритета с российской артиллерией в данном случае по количеству выстрелов в сутки не получается выйти на этот показатель. И есть еще одна существенная проблема, против которой пока нет действенного противодействия. Это тактическая авиация.
российская тактическая авиация продолжает уничтожать, просто стирать с лица земли наши укрепрайоны. Они изменили ситуацию в акватории Черного моря, уничтожили флагман и показали слабость Черноморского флота России. В Украине 7 июля отмечают День военно-морских сил. Западная пресса неоднократно писала о том, что Украина, фактически не имея своего флота, смогла уничтожить основную мощь ЧФ РФ лишь за 2,5 года полномасштабной войны. Итак, мы собрали топ-5 значимых побед ВМС ВСУ. В первую очередь, это, конечно же, уничтожение флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», который пошел на дно. Еще пару существенных ударов по адмиралу Макарову и подводной лодке «Ростов-на-Дону», а также по большому десантному кораблю «Новочеркасск». Всего же Украина повредила или уничтожила 27 военно-морских кораблей России, не считая лодок, катеров и других мелких плавсредств РФ. Все эти операции стали возможны при совместной работе украинских спецслужб и ВМС Украины. Еще одним достижением Украины стало появление в составе ВМС отдельной бригады морских дронов, ну и, собственно, появление разных модификаций без экипажных катеров. И пятая значимая победа Украины и военно-морских сил – это работа морского коридора в Черном море в результате вытеснения российского флота из Крыма. Венгерский премьер-министр Орбан пытается реализовать свой хитрый план. Сейчас он хочет сместить внимание стран Запада с поддержки Украины на мирные переговоры. О истинных целях недавнего турне Орбана пишут аналитики Американского института изучения войны. Они пишут, что Орбан хочет быть посредником в возможных переговорах между РФ и Украиной, даже несмотря на то, что Путин, которого венгерский премьер называет рациональным, не хочет никаких посредников и отказывается от каких-либо серьезных разговоров. Усилия Орбана по продвижению переговоров, вероятно, являются частью его постоянных усилий по смещению внимания Европы на обсуждение мирных переговоров и отказ от обсуждения военной поддержки Украины. Орбан постоянно выступал против и подрывал усилия ЕС по оказанию военной помощи Украине. И смещение акцента Европы с военной помощи поддерживает эту более широкую цель теперь, когда Венгрия стала председателем Совета ЕС. В белорусских колониях могут находиться более 5000 политзаключенных. Это количество в 3 раза больше от того, что указывают в своих отчетах правозащитные организации. Об этом идет речь в официальном заявлении Координационного совета Беларуси. Там приветствуют усилия всех тех, кто продолжает бороться за освобождение людей, которые в свое время выступили против действий режима Лукашенко, за что, собственно, и получили тюремные сроки. Будучи убежденными в том, что все политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены и реабилитированы, Координационный совет призывает к объединению и согласованию усилий всего гражданского общества Беларуси, политиков и международных партнеров по расширению гуманитарного направления освобождения политзаключенных. Россияне заявляют об уничтожении украинских батарей ЗРК «Патриот» в Одесской области. Минубийство РФ опубликовало видео и уверяет, что удар наносился «Искандерами», да так, что 2 пусковые установки и радиолокационная станция уничтожены. В Украине же молчать по этому поводу не стали. Командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что удар был, но есть неприятный сюрприз для оккупантов. Демонстрируют 2 свежих вражеских удара «Искандерами М», снятые российскими разведывательными БПЛА. Аэродром Долгинцево, Кривой Рог и район Южная, Одесская область. Личным составом воздушных сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне. Спасибо всем, кто помогает качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше «Искандеров», а макеты еще подвезут. Кроме того, оккупанты поспешили напугать мир, что в их руках оказалась еще и кумулятивная часть ракет Storm Shadow Scalp, и теперь они знают все ее секреты. Как могут использовать полученную информацию о дальнобойных ракетах и о якобы ударах по Патриоту, обо всем этом мы также поговорили с военно-политическим обозревателем. Российские оккупационные войска могут изучить танк, тот же самый Абрамс, который они захватили в качестве трофея. Они могут изучить М2А2 Брэдли, они могут изучить захваченные ПТРК Джевелин. Но смогут ли они повторить эти технологии? Смогут ли они их точно скопировать и у себя интегрировать с учетом их технического и технологического состояния, их отсталости? Фактически базис всех разработок военных российских, он основан на советской школе.
Россия вообще одна из самых отсталых стран в вопросах производства своей собственной электроники. Поэтому моментов очень много. Что же до макетов, то это действенно. То, что это был макет, это, конечно же, даже и не поддается сомнению. Почему? Потому как в Одессе не стоит ЗРК «Патриот». И если бы в Одессе стоял ЗРК «Патриот», он бы сбивал баллистические ракеты, которыми регулярно обстреливают Одессу. Практически каждые 2-3 дня, либо с разницей в сутки, по Одессе наносится удар баллистической ракетой. И именно 9М723 УТРК «Искандер-М» ЗРК «Патриот» продемонстрировал, что он замечательно их сбивает, очень высокая эффективность, поэтому если они не сбиваются, то его, можно сказать, и нет. В Африке появился новый союз, созданный военными хунтами Мали, Буркина-Фасо и Нигера. На своем первом саммите они дали ей название «Конфедерация государств Сахеля». Отношение этого треугольника теперь регулируется специальным договором. Действительно, формирование Альянса государств Сахеля уже позволило создать вокруг Буркина-Фасо, Мали и Нигера достойную коалицию, основанную на общей оборонной архитектуре и объединении ресурсов, в основе которой солидарность в духе спокойствия. Она проявляется властями и народом Буркина-Фасо и Мали перед лицом вооруженной агрессии, запланированной экономическим сообществом стран Западной Африки против Нигера. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или же становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.